Да, все, поворачиваем. Подъезжаем. Как раз нас ждут 10. Встречает нас Ковалев Андрей Юрьевич. О, вот они. Красота. Вот это Майна. Здесь происходит выморозка, чтобы зимой иметь возможность их ремонтировать. Вы его сначала подняли, осмотрели? Да, мы его на слип осенью подняли. Слип называется, правильно я говорю, да? Прошли, люди специально обученные, дефекацию корпуса провели. Если объемы небольшие, то, что можно на протоке делать, они их скидывают. И мы вот здесь на протоке вымораживаем, потом они делают корпуса. То есть это считается небольшие объемы, да? Да. То, что... А если большие, то оставляют на слипе Да, его. там оставляем, там делаем. 150 они все здесь стоят? 120. 120? Да, и 20 единиц там на слипе. И буксирный флот, и редокольный флот, и сухогрузный, есть заливной. Плав краны есть, флота много у нас. Все, что есть, все, что... Вот река моря стоят сибирские. Вот они буксера, оты стоят озерные. Машина работает, звук, наверное, такой будет не очень. Да, вот это тоже вот пароходы наливные или на нефти. А там прям внутрь, да, заливается, Да, получается? прямо внутрь, да, это тоже они река моря у нас. Я хочу пояснить для наших зрителей, что мы находимся в протоке Лены. Основное русло идет там, дальше. Это Затон. Затон. Это даже не проток, это Курья. Курья называется. Это, ну, Да, потому что она не промывается весной большой водой сюда. Вода заходит только снизу, поэтому это Курья. Это все было искусственно сделано. Еще в советское время Раньше, да, это была простая протока. Потом из нее сделали Курью. Здесь весь флот Лорпа отстаивается. Ну не весь, у нас таких баз много. Еще вверху по линии есть. Там тоже не маленькие базы, тоже много флотов стоит. Но здесь самый крупный в Житае. Ну да, здесь у нас самый крупный, да. Все вот это у нас занимает в районе 10 дней расстановка. 10 дней всего? Да. А. Мы подготавливаемся, а потом уже вот, и как лед образовывается в Затоне, потому что без льда их не растаешь, им будут плавать. Вы же на якорях не ставите? Нет. Лед вот как образовался в Затоне, и все, и мы их уже начинаем ставить. А как вы ставите, если лед Ну, образовался? буксера ходят, взломают, он же не... То есть они проламывают, но лед Конечно. держит уже, да, и он быстренько схватывается. Да. Блин, интересный процесс, конечно, его бы увидеть когда-нибудь. Ну, осенью приезжайте, покатайтесь с Ага. нами. Можно покататься даже, Конечно. да? А по весне? На Вскрыть лед с Можете вами, да? весной приехать, тоже покатаетесь, когда вскрывать будем. Ой, это было бы очень интересно. После 9 мая подъезжайте. Ага, здорово. Пожарная плавучая установка. Ну-ка. Вот мы... она глубокая еще такая? Да, мы ее поддерживаем всю зиму. Здесь тепло, у нас там стоит насос пожарный, пенотушение 400 литров залито. Это на случай пожара. Таких штук у меня 6 штук по протоке стоит. И вот тоже за ними следим. Шлангов 400 метров. Погрейся там. Ну, мне главное, чтобы камеры отогрелись. Вот Я-то ладно. пуска насоса. Это все. Она всегда готова к работе. С той стороны вода бежит. А тут и пена, а воду вы берете из Лены, да? Если Да, вода, конечно, оттуда, из-за борта, а пена, если потребуется, все подключаем. Пеногенераторы тут есть, все, без проблем. И бывает, что требуется? Бывает. Да? Конечно. А что тут зимой может загораться, интересно? Ну, работы, когда ведутся дневные. Дай бог пореже пользоваться, да? А вопрос такой, вот когда на ту сторону на машине едешь, да, лед как будто падает вот на дно, да? По идее, вода что, уходит, что ли? Вот Падает, да. Сейчас стабильно падает в сутки по 3 сантиметра. Будет падать до апреля месяца. В конце апреля только прибыль начнется. А лед из-за этого не ходит? Ну, он проваливается по берегу, уже видно, что обламывается. А и на майны это влияет же тоже? Ну, конечно, они лопаются. Лед же лопается, техника ходит, лед лопается, и майны лопаются. А как пароходы зависает, я вам покажу, сейчас поеду. Зависает пароходы? Да, он там есть, да, боржа одна встала неудачно. Там прям видно, как лед подняла вместе с боржой. С караванным цехом уже давно работаю. Я сам капитан, работал капитаном, да, еще год назад я был капитаном, сейчас год уже начальник этого цеха. А когда вот фильм был, там... Тогда я был караванным капитаном, да. А если вы начальник цеха, вы можете капитаном быть летом и плавать? Ну нет, конечно, надо Нет? же здесь круглогодично находиться. Так Навигация завязал. в этом есть свои плюсы и минусы, получается, да? Мне кажется, если капитан, ну, в душе-то это моряк, который всегда любит плавать, да?
Вам есть такое, что не хватает этого? Так я ж постоянно здесь в затоне, постоянно же на каком-нибудь буксире нахожусь. А, то есть все равно Да. постоянно в этом, да? Да. Это дело надо любить, чтобы этим столько лет заниматься. Я с 91-го года здесь работаю в охоте. Это самое глубокое, получается, Да. майна. Так, по росту. Я 1,80 м, здесь получается сколько у меня? Голова. Еще работать тоже. Винты же еще не освободили. Винтов что-то ими даже и не пахнет, как говорится. Правильно, потому что еще тут стена ледяная, вот это все уберется. Это там винты еще глубже, да? Да, Это там глубоко? насадка, да, внутри. А, Это все уберется, и здесь оголится насадка и винт. Там еще руль, стабилизатор. Получается, глубины достаточно, сейчас все это вот Да, туда. сейчас они будут вовнутрь Внутрь. туда идти, вот это все выкидывать. Кайло. Вчера. А это вы сами здесь? Я видел, что у вас тут какой-то есть этот... Делали, у нас кузница была, Кузница. а сейчас из-за этой судоверфи ее сломали, потому что территорию отдали судоверфи. Это все нашего производства. А. В магазине такие не купишь, их не продают. Чисто сами делали, да, все все сами это? делали, да. А сейчас, получается, то, что у вас будет судостроительный завод еще строится здесь, правильно, Да, судоверь? Из-за этого территорию части забрали, да, получается? Нет, здесь тоже, Легко, да? Тоже, да, не видно пока? тоже просто лед. Да, легко. Ну, поначалу, а целый день попробуй-ка вот так вот. Вот я говорю, что тут, мне кажется, там минут 15 помашешь вот эти все. Нет, так поэтому они и пилят. Сейчас с появлением пил стиль намного легче стало работать. А Они раньше же, только этим они работали? же их запиливают, а раньше только этими работали, Только да. кайло, и Они всё? же пилят и потом подкалывают, они сами тубики выпадают. Ага. А потом равняют аккуратненько. Вот такая же была, как с той стороны. Ну тут он трещина идет. А, И да, за да. этой трещины, да. Вот откачаем. Вот эту сторону. А тут и не откачаем, там будет промерзать. Потому что оттуда вот тонуть начало. И была глубина такая же, вот метр, Да, как метр вот, 60, да, вот как вон там, да? с той стороны, да. Чё себе, блин. И заново вот это все делать получается, Ну, да? а что, надо же делать. Сделаем. Жилые дома же. Да, да. Прям везде. Интересно, у них квартиры с видом сюда. У вас не так? Нет? Там готовим мотопомпу. Смотри. Мелко. Да, вода падает. Там кочка, видать, была. И все, она на нее Под судном. села, а вода-то у нас со льдом проседает, а она поднимается вверх. Вот для этого мы ставим донкраты. Чтобы не сломалось. Видите, тянутся. А утром, хотя протягивали. Ну, поддерживаем, чтобы она не сломалась. Само судно может переломиться? Ничего себе, потому что вес большой. Получается 4 отверстия, да, чтобы удобно было. Пока не встанет. Одно только судно у вас, да, так получилось? Вот стоит рядом. А вот еще. Вот эти баржи практически все здесь везде отмель откуда-то образовалась, намыли, видать. Но вот это единственное так сильно взлетело. Но это мы будем исправлять на следующей неделе. А как вы это будете? Водой все заполним. Ну, чтобы она не висела в воздухе. Водой зальем, вода замерзнет, расширится и будет держать ее. Все, я потянул, получается? Достаточно? Эту штуку оставить так? Да, парни, это работа круглосуточная. 4 человека у меня работает. Постоянно подкручивают, да? Постоянно чтобы ходят, крутят. Да. следят, да? Да. Двое в день, двое в ночь. А то, что я подкрутил, же, может, им то не надо выходить, получается? Почему? Придут, протянут. Получается, все вот эти суда стоят на отмеле, они все на домкратах. Там сейчас эти бараки посносили все. Там, по-моему, один только остался. Так интересно, наросли. А что вот это за коряги? Это они случайно сюда попали? Ну, они его привезли на якоре, он так зацепился за него, так он тут и болтается. Бывает, больше елки не приводит к нам сюда. Я Культура просто, целая. я просто подумал, это специально зачем-то Нет, сделали. это на реке просто, на якорь заплыло и осталось. Особенно река вот там столько хлама плывет, что вот такие огромные башни с такими якорями срывает с якоря. А, правда, Прям срывает, да. ничего себе. Там волна немного год на крыше течет. И там вот этот хлам, это весной, это обычное явление. Там едет вся река в хламе. Андрей Юрьевич у нас солдат, вы сказали, да, с Хандаги Да. переехал оттуда.
В 89 году с Тампонского района поселок Хандага приехал в училище Житайское, ГБТУ-5 тогда называлось. И вот до сих пор здесь. И сейчас получили 3 года назад еще высшее образование, да? Да. Все время, да, на протяжении всех 30 лет все время учился. Постоянно приходится, да, повышать Да, постоянно квалификацию? приходится, да. А подняться можно наверх по этой Поднимать. штуке, да? Надо аккуратненько. А это судно как называется? Морская наливная баржа. Снега тут тонны. Видите, как мысли реализуются. Неделю назад я ехал вот по этой дамбе. Тут я уж точно не смог проехать мимо. Знаете, какая круть. Как это все смотрится эпично. Это как кладбище кораблей. Офигеть. Вот мы едем по такой косе, вот, ну, вроде, да. Вообще класс, а? И подумал, как бы было здорово попасть сюда. Но я думал, что это нереально. Кто меня сюда пустит? Вот, пожалуйста, видите. Главное желание. Хорошо, что не мороз. Но и то я замерзаю. Гуляю сейчас, руки мерзнут, камера замерзает. Надеюсь, не сядет. На пауэрбэнке он еле-еле. Ну, я вторую взял. Что, холодно? Да, замерзает. 30 градусов. 30 тепло по меркам Якутии. Ну а ты посмотри, ребята работают. Ребята работают вообще, да, жара. Я не представляю, как можно минус 50 тут на морозе так вот целыми днями. И вы же тоже постоянно... Так у нас это самая выморозка в такую погоду. Надо больше там снимать. самое Да, она быстрее намерзает. А вы не занимались сами? Занимался. Тоже, да? Я всем занимался. Все работы, которые тут есть, всем занимался. Год свой пароход умораживал. Пробовал. Для себя попробовал. Пробовал? Да. А, нет, 2 сезона уже я умораживал. А, эти винт еще освобождают, получается. Ну-ка. Да. Тут еще работать. Как вы сказали, последний колесный теплоход? Да. А вы на таком же ходили? Да. Да, вот который мы проехали, это он был? Да. Как он называется? Ну тот на берегу Корзиняков называется. БТК 601 он был. Сейчас у него название потом дали механика Корзинякова. И второй мой пароход БТК 608, а это БТК 610. Это последний. Тот был Корзиняков, он был первым, а этот был последним. Вообще первым, который сделали, Да, спустили, да. спустили. Да, а корректно. этот последний. А этот последний, да. Ничего себе, а в каких годах их строили? Примерно. Ну, 608 БТК мой 83-го года, это 85-го. А колесный что значит? Вот спускайте, вот колесо грибное. У него винтов нету, он ходит за счет этих грибных колес. Вот такие только у нас. Да? Только здесь? А в смысле, вообще нигде нет таких? Ну, на Лене маленькие еще есть. А там-то в России-то нету. Нету такого? Ваши питерские к нам в 90-м году приезжали на практику, они удивлялись, когда у нас работали. Да? Конечно. Вообще всему, да? Раньше с Питера к нам в 90-х годах постоянно практиканты приезжали.
Преимущество его с ней в том, что можно его отремонтировать без всяких судоподъемных механизмов. Сверху открывается люк, колесо у нас в воде только вот посудово. Вот так вот. Вот эта вся часть всегда на сухом. Ага. Ее можно отремонтировать. Самый главный инструмент кувалда, бензорез, сварка и вперед. Вот здесь железо на 8 тонн. Вот это все колесо весит 8 тонн в сборе. А их два? Два, да, справа, слева борта. Вот это преимущество их. И по мелководьям они ходят. Потому что не сильно торчит из воды, да? Как Да, он? да, да. Ну настолько торчит или он убирается еще наверх как-то? Ну вот вода до сюда примерно. Вот так вот. То есть это считается не глубоко, да, он утоплен? Да, вот. Все, что, ну, метр. Ага. И он по мелководью не теряет мощность свою, потому что у него нету просадки. Винты-то не крутятся, начинает сосать воздух на мелководье и мощность теряет. А этот мощность свою не теряет. Что на большой воде идет, что на мелкой воде идет, он идет. Для этого их и строили. И он пока ходит и еще... Да, вот он у меня до последнего работал здесь. Еще... Потом уже как лед покрепче стал, мы его поставили. Они нужны только на мелководных речках, как Вилю и Амга. А, На верхнем участке. Но Ну, сейчас это- барж таких не стало, которые раньше для них были, мы таскали. Сейчас большие баржи, а с большими баржами не справляется. залезть. А это же ребятам, выборщикам тоже тяжело, да, вот это все вот они выдалбливать. Сделали его, все, уже готово. За сколько времени такую майну подготовили? Вот они в ноябре начали, и вот закончили на этой неделе. Только сейчас закончили? Ага. В январе закончили. Что, декабрь, январь, считайте, поработали. 2 месяца они его сделали. Мгм. Это вот сколько? Двое ребят над этим Да, занимаются? тут двое работало, да. Надо же, какая чудо-техника. Зимой красиво, да, везде. Этот лед. Ну, как я понимаю, что вот этот нулевой цикл, вот этот весь котлован, вот это и все будет один огромный цех. В нем будут собирать сюда корпуса. А потом здесь будет второй достроечный цех, вот вместо этого, это все снесут. Здесь будет еще один котлован. И тут уже будет достроечный цех. А вот здесь будут делать корпуса вот на этой площади. Это все будет один огромный цех. То есть сам корпус собрали, потом на достройку Да, сюда, это уже достройку сюда будут переводить. детали всякие, да, там? Ну, уже обшивка внутри. То есть уж сам корпус. Оснащение, оборудование, кабель трассы и все такое. Вот слип. Да, сколько здесь на слипе сейчас стоит кораблей? 20 единиц. 20. Да. Ну там по карте можем посчитать точно. А как они сюда загоняются? По наклонным телегам там, вот сейчас ездили, еще не обратили внимания, там у нас рельсы стоят наклонные. На них косяковые телеги стоят. Мы их под воду загоняем под корабль, наводим на телеги. И на телеге сюда Да, и катится, всё, и да? потом все это плавно потихоньку поднимается. Там у нас 11 путей, 11 лебедок. И все это выходит, а потом уже они подкатывают под них гидравлические тележки, их поднимают, перекатывают и выставляем вот на А такие клумбы. эти стационарно стоят, да, вот эти Ну столбы это да, и вот металлические? сюда его прикатили, у нас есть специально у них передвижные тележки. Там в мае будет приехать, чтобы посмотреть. Ага, да-да-да. После 20-х чисел это все сами посмотрите. Вы будете снимать их как бы уже? Да, ну будем либо поднимать что-то, либо спускать. Вот тогда этот весь процесс посмотрите. Да-да-да. Словами его не расскажешь, его надо Это увидеть. Ну, работа тоже у них очень сильная. Проток-то далеко живет по расстоянию, да? Да. Вот этот пароход мы строим. У нас только корпус Сейчас был. строите, да, получается? Да. Корпус сверху привели, он уже готовый был. А вот настройку и оснащение все делаем мы. А когда отсюда верфь построится, у вас останется еще функционал как бы строительства, интересно, или Ну, они же будут уже строить. уже полностью им, да, передастся все? Да. Ну, моя-то структура, я надеюсь, точно останется. Ну а куда она денется? Будет сюда верфь, не будет, все равно затон он всегда был и будет. Это же все равно удобнее, и дешевле и выгоднее, да, все это делать. Просто некоторые говорят, что как будто бы мы древними методами пользуемся здесь вот. Нет, ну просто Нет же? мы же не в состоянии столько флота поднять на берег. Да, да. Как это ж нереально? Почему Слушай, древние? Это необходимость у нас. Получается, это всегда будет. Да, это всегда будет. Было и будет. Будет. И кайло самый лучший инструмент для Да. этого, да? А летом-то надо деньги зарабатывать. Мы не можем летом их ремонтировать. А вот зимой и делаем. Чтобы летом чисто... Да, они- летом мы должны работать, деньги зарабатывать. А если мы еще летом ремонтироваться будем? Учитывая маленький сезон, да, судоходный. Да. Весной у нас сезон. Вода пока большая есть.
Север у нас из-за льда тоже короткий сезон, там когда не в августе начинает Арктика работать. Там-то еще меньше, да, Да, получается, да, все у нас это? вот так вот много нюансов на севере. Это Андрей Борисов, познакомьтесь. Спасибо большое, что нас повозили по этим замечательным местам. Все, до свидания. До свидания. Андрей Юрьевич так хорошо все рассказывает, мне прям очень нравится. Это слесарка. Это вот сами все сделали, да, из контейнера Да, все утеплили? это мы в том году сами все сделали. Здравствуйте. Все это делали внутри мелочами. Вот работниками караванного цеха, все это мы сами делали. Приятно. Вот этот человек отвечает за ППУ, который мы смотрели. Вот цепи он нам здесь точит напилы выморозчиком. Это вот ремонтирует цепи. Он механик с Кулибина, вот единственный пассажирский пароход, который ходит на север. Вот он там чужих механиков работает. На севера, да, постоянно? Да, да, Сейчас да. ходите? Ну сейчас зимой. Ну сейчас зимой у меня, а летом вот сам. Сейчас летом, да, имею в виду. А сколько, 9 дней, получается, путь туда занимает и обратно? Да. Ну 3,5 туда где-то и остальное время. 3,5 дня, ну это я думал дольше, как быстро получается. У них самый быстроходный пароход водоизмещающий на линии. Это как вот автобус ездит по городу. А, это Это, именно- именно этот автобус по пассажирский, да? речке, да. Да. Вот Который он с севера автобус, людей да? водит. Это единственная связь Да. севера с Да. столицей, да. Да, да. Дорог же нету, получается, да, Нет. единственное, что... Нет. Да, вот они вот водят. Ну с Тихи самолетом. Все необходимое, все товары, они вот ими туда вводят. Единственный экземпляр, получается, да? Да. Курсирует туда. Еще два туристических. Сколько ему уже есть. лет? 65 будет нынче. пароход. 65 лет. Да. Ничего себе. И вы, получается, там механиком так и работаете, да? Я уже 37 лет там, ну 37 навигаций. А рыбачите вы вот по ходу? Вот мне вот это Мы интересно было. рыбачим, нам просто привозят рыбу там. Они Нам же по некогда. графику ходят по расписанию, у Там них никак нету не- времени нету, такое, да? да? Да, вот Рыбачат, пока- у нас транзитный флот, да, когда там бывает выгрузки, погрузки, у них есть промежуток времени какой-то на стоянке, они рыбачат. И вы же ну, людей, продукты туда везете, да, Да, получается, снабжаете, да? Эти люди и потом продукты, оттуда. И да? коммерсанты везут, ну и... Одним словом, Кулибин, если не станет, север взвоет. Да. Я сам не понимал, когда приехал. Я тут это осознал, что вот сейчас вот зимник это единственная зимняя дорога, да? Да. А Сейчас зимой, А летом. Зимой, да, ездит, а летом Они- дорог у нас нет круглогодичных дорог. нынче вон провалились, а 2 машины с продуктами шли подлет. Серьезно, вы Там шли же вообще? ниже Жиганска, ну. Такой лед толстый, как они могли? Ну, они еще до Нового года же провалились. Да. А, это я что-то слышал, это там было, да? Да, да. Я думал, Вот где-то друзья здесь. мои. Вот знакомые его. Серьезно, да? Да. Ничего Муж с себе. женой первые шли, ехали на КамАЗе, булькнули. К Новому году уже спешили там довести продукты, все это. Там А, же ну никак так. завести нечем же. И рано поехали, и все. Торопились людей, чтобы, Ну, да? чтобы, Чтоб праздник Я хорошо вот- Новый год встретили. людей обеспечить, Да. да, свежими фруктами, Чё себе. овощами. Блин, как вот бывает вообще несправедливо. Несправедливая жизнь. Вот так и живем. Трудимся. Слушай, Вот начальник слушай, у нас да. хороший, Хороший, молодой, да. энергичный. Да. Это сразу видно. Да. С хорошим начальником и работа идет И очень работа хорошо. идет. Да-да-да. Хорошо и качественно. Да. Поэтому Ага. я не понимаю, зачем ставят плохих начальников туда, где нужно хорошо работать. Вообще не понимаю. Оставят. Это я же на нем и езжу. Сплошь и рядом. Вылазят там, пролазят, это всякое. Да, да, я на нем ездил. Так вот А поставить сейчас они везде сами на хороших свои людей. машинки там тоже И поедут, нормально, мало везде всё будет материалов хорошо. сняли. Все На своей беленькой машинке поедут, вы их там не шугайте, не гоняйте, Сейчас у вас предупредите работы всех, пока ладно? нету, да? Или Все уже, 12, мы Ага. в выходные дни до 12 часов. Люди утром приходят, цепи наточил им, Кайло тут заправили, вот кузница, уже ушел он это, уже первый час же. и с утра у вас тоже сегодня было, да? Вы Да, тоже, все, люди сейчас на вымор. Все выморочники через эти проходят у нас, два Со- мини-цеха. Да, с утра Без они них пришли, никуда. Цепи наточили, заклепали, вот сегодня много тут это, и зубья новые. Их на вклад в цепях. выморозку тоже Да. Ну огромный. это да, серьезный вклад. Без Да, этого тут без все. нас все, Да, да, там да. без Кайла-то куда он пойдет? Вот клепки специальные. А, она клепается же, да? Цепь расклепываешь, вот, ну, старая выклепываешь, а потом здесь ее вот новые клепки ставишь. Вот на этой штуке, да? Да. А это выклепать. А надо, это да? выклепать, ну, там порватые, где звенья есть Ага. эти, там же остаются кусочки. А там вы точите, да? Здесь на А этом. здесь заправляю, да. Еще, да, на этом. На круге, Надо да? же угол, все там. А как это? Что это прям вот вручную вы держите Да, все, да, да, и да, смотрите да, как. Наклон, все.
Ну это же с навыком все. Опыт, да? Опыт, да. Так вы сейчас домой уже, да, получается? Да, да. Всё, отработали, Да, да. мы вас успели застать так удачно, да? Ну, удачно. Вы все время по субботам, получается, да? Ну да, круглые это. Пока выброска идет. Все, а смены у вас нету, вы один? Ну, я здесь один, и вот, ну, кузнец вот ушел, мы вдвоем. То есть Не. кузнец может эту работу выполнять или кроме вас Да, никто? сможет. Ну, когда меня что-нибудь я отлучаюсь, а он сможет. Ты представь, что вообще, если Ну да. один человек, это как вот... Ну, Вам да. получается, а в воскресенье работают В тоже? воскресенье Вы и тоже. завтра выходите? Да, до 12 часов. Выходные дни мы с 8 до 12. А. А так с 8 до 5 каждый день. И вообще, получается, выходных вообще у вас нету никогда зимой? Ну да. Пока выморозка Да. идет. А отпуск там что-нибудь? Ну да, я вот навигацию заканчиваю, месяц отдыхаю. Ну и сейчас вот до марта работаю, выморозка закончится, и сейчас я по турпутевке полечу на месяц. Отдохну и новый наград. А, ну 2 месяца отпуск же, Да, да, да. северные. Да, да. Ну, за месяц можно отдохнуть, Отдохнуть, хорошо, да. в принципе, да. А куда полетите? А во Вьетнам хочу, Вьетнам, не да? знаю, как вот этот. Сейчас Не, уже ну, здорово, путевки хорошо. на 26 марта я взял. Надеюсь, что все у вас получится, да, отдохнуть-то тоже надо. Пусть такого труда зимнего. Ну, Конечно, здорово. конечно, ты же- Отогреться хорошенько, да. Ну, у нас тут вот сейчас мы в бассейн ходим здесь, хоть одну радость построили. Олимп, который, да? Да, да. Нет, просто почему бы нет? Вот эту штуку, даже вам облегчит работу, что вам, ну, как бы... Взял, да? Так, да, и вы не думаете, куда там... У него вот он набор под Да, рукой. да, да. Да. Тоже хочу такой для машины взять. Вот для пилы все здесь, все есть. Вот чтобы пилу, штиль это отремонтировать, вот в этом наборе все есть. А вы полностью можете перебрать, да? Да, с нуля. Я Пол- штиль- полностью из запчастей собрать пилу. Да. Штиль мой любимый инструмент, на самом деле. У меня там... Он и наш любимый инструмент. Вообще, Мы да. всеми пилами пробовали работать. В Остановились на Ютубе стиле. говорят, неубиваемый кирпич называется. штиль. Да, вот сюда Какой запах стоит вообще? Углем. Углем, да, вообще, мне очень нравится. Я был просто в кузне, вот в Якутске, я же нож якутский делал, и на видео все это снимал, сделал ролик об этом, как рождается якутский нож вообще с нуля, как бы, заготовки. Но там они используют газ, они не уголь, то есть другой запах там стоит этот в кузне. А здесь прям именно на угле, да, вот Да, все? да. Вот у нас вентилятор включается. А, Ну, что там вот снизу, туда, да? ну, начинает. Вот он. Вот это вот он будет ремонтировать. Видишь, он корпус бьет, видишь, что стало с ней. Да, все загнуло, она Это, тупая. ну, когда попадает в корпус, да, Да, случайно? да, 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 А, да. или специально же, да? Не, ну да, надо же отбивать. Бывает, Да. что там отбивать приходится. Да, а вот она готова, посмотрите, как иголка он. Ну-ка. А, сюда он уже... Да, да. Ничего себе. Вообще острая. Да, да. И- Вот и- это вот и- каждое утро его растапливаем, все, они это накаляют. И вот обычный метод наковальни кувалдочкой. Вот они, да, вот так вот получается. Да, 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 и работает. Кузнец один тоже, да? Да. Насколько хватает такого заточенного в среднем? Пока по железу не ударит. А, то есть разок ударил, все, да? Да. Значит, по льду все хорошо, Да, по льду ничего не будет. А лед-то не точно, не точно. Завтра заберу ключ тогда. Сейчас забери, я закрою. Ага, ну что. Как еще раз фамилия, имя, отчество? Подшивалов Владимир Николаевич. Страна должна знать своих героев в лицо. Мы выдаем вот на каждую бригаду, они там берут себе по 8 штук, и там по 10. На данный момент их вообще нечем производить, у нас нету кузницы. А на, Это все, что сейчас есть, да, на на рынке. рынке не купишь. Ну, у нас их много, нам хватает пока. Еще хватит, наверное, года потом, на 3-то. а потом будет кузница? Ну, надеемся, будет. А в это получается, не сделать, да? Здесь Нет, немножко- конечно, так ее полностью не изготовишь без Там нужен кузницы. пневмо вот этот молот, Да, 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 да. нормальный. Это ж там пресс-формы нужны, чтобы выдавливать все это делать. Это не так все просто. Так ты смотришь, что тут сложного, да? А на самом деле не так все просто. Так-то они идут, как правило, они делали двухсторонние, они у нас шли. Мы одну сторону обрезаем, потому что она не нужна. А, Может повредиться. Она же идет кайла двухсторонняя с этой стороны, и с этой Серьезно? стороны. Да. Это мы уже сами их обрубаем. то есть это заготовка такая двухсторонняя Да-да-да. получается, да? То есть Мгм. приходится какая заготовка, так и делать, да? Да. Потом уже обрубать. А для чего-то еще используют, кроме вот... Нет, только лед. Это чисто для выморозчиков, да, получается? Вот только лед. персональный инструмент, Да, нигде да, больше да. его не используешь. Печня же, да? Да, А вы тоже печь не используете?
Приходится же, да, тоже что-то делать? Ну вот купель устанавливали, да, использовали. Купель печную, Да, столбы когда ставим, тоже печь не используем. Я просто видел на международных работах, какую баню у них, кажется, контейнеры сделали. Я так подумал, что это настолько как бы, хорошее решение для дорожных работ, что автономное. Она мобильная. Да, мобильная, и ну, не надо снабжать теплой водой людей, то есть там, вообще водопровод. Любая баня это автономная. А это еще и мобильная. Ее можно доставить куда угодно. А вы сначала рисуете, потом ставите, да, так же? Нет, сначала ставим, потом рисуем. Сначала ставите, да? Конечно. А, я Это мы схему уже под расстановку подгоняем, а не расстановку под схему. Вот это важный момент. Я-то подумал, что вы сначала планируете, как все поставить. Получается, вы просто ну, как сказать, в процессе все сразу понимаете, как что делать, да? А потом уже просто это фиксируете документально, Да, грубо потом говоря. фиксируем это на бумагу, Чтобы знать, что где. Расстановка начинается вот самый первый сейчас от него. Мы сейчас где находимся? Вот в этом Примерно районе. посередине, да, получается? Да, вот здесь вот сейчас мы. Да, и вот начинаем сверху и идем так плавно вниз. А вот это, получается, которые на Это на слипе. слипе стоят, да. И вот дальний караван у меня, это там, который в воде на речке. Там 2 ледокола стоит, Бородкин, Бабичев, 2 Отто, 31, 45, и паромная баржа, то, что у нас во льдах таскаем, вот это вот они здесь и остались. А у нас вот так вот выход туда, и 5 километров, чтобы выйти до речки. Вот это где-то 3 километра, да, получается, вот это Ну, где-то да. расстояние. Спасибо вам большое. До свидания. Очень приятно было, да. Приезжайте. Ну что, спасибо Андрею Юрьевичу за такую шикарную экскурсию, которую он провел. Реально даже не ожидал, что так, ну, вот, очень интересно пообщались, и он много всего такого рассказал. Прям вот я надеюсь, вам тоже это вот очень понравится, то, что мы видели сейчас. Ну, еще нам дали возможность просто самим прокатиться по Затону, покататься, поснимать, посмотреть. Так что сейчас еще завершающую экскурсию сделаем уже самостоятельно. И все. А еще поищем булочную. Мне в комментариях писали, что есть какая-то вкусная булочная здесь. Но я не понял, как ее найти, будем искать. Это вот вы охраняете, да, получается, территорию? Игорь? Леонид, да, очень приятно. А вы тут как, сутками, да, получается, да, находитесь, да? Дрова у вас есть, да, тепло, в принципе, не холодно, в морозы сильно не промерзает, тут ничего, нормально. Здесь вот уже, получается, старые суда стоят. Вот.
Не туда, вот оказывается кондитерская вот такая неприметная. Чисто для местных. Здравствуйте. Пахнет вкусно, да. Вот они. Вот эти Все вкусные. свежие, да? Нам о вас рассказывали. Тепленький, да, еще? Ну. О, да. В общем, набрал булочек на 466 рублей. Это вот у нас с сахаром булочки. Это с корицей. Вот эти мне вот очень интересно попробовать. Ну что, мне сегодня очень понравилось. Как всегда, я не ждал, что ждать от сегодняшнего дня. Даже немножко волновался, что, ну, что посмотрел, просто куча роликов про это все есть. Ну, на ютубе я вчера посмотрел. И, в принципе, они так профессионально сделаны, там, прям по-киношному. Мне немножко было такое, как бы, ну, вот, не знаю, как это описать. Как бы хотелось прям все сделать так же. Ну, не так же, но... Ну, начал сравнивать. Вот почему мне нельзя сравнивать ни с чем, надо делать свое и все. Вот то плохо. Я потом не смотрю ничего, что другие блогеры делают, ничего не смотрю, потому что надо делать свое. Хотя мне советуют часто, посмотри, как те делают. Не мое, похоже. Ну, по крайней мере, на сегодняшнем этапе. Надо делать просто так, как я считаю, как мне кажется, так и буду делать. Пока попрощаемся. Приятного аппетита. Да. Перекусим и поедем. С кремом. Но я хотел со сгущенкой, не угадал немножко. Надо было все со сгущенкой брать. Все? Я очень люблю сгущенку. С детства любитель сгухи. Особенно вареный.